Дискуссия об обязательности изучения коми-языка не утихает. Хочу сразу подчеркнуть принципиальнейший момент. Никто не хочет запретить изучение коми-языка. Об этом речи никогда не было, и за это никто не выступает. По крайней мере, мне неизвестны такие инициативы. Но сама по себе дискуссия показательна и уместна, так как любое принуждение нехорошо. А если оно происходит в сфере культуры, оно может быть пагубным и губительным для этой самой культуры, во имя которой кого-то к чему-то принуждают. Убедиться в этой истине мы могли не раз. Наша республика чрезвычайно разнообразна во многих отношениях, в том числе культурном, национальном, языковом, религиозном. Я не буду в очередной раз развивать мысль об уникальности этого состояния, единства в многообразии, но это означает, что навязывать всей республике единые правила в языковой сфере значит провоцировать конфликт, последствия которого могут быть очень опасны. Тем более, если изучение языка для многих очевидно ненужного, навязывается со стервенением. Но нерационально поведение и тех, кто готов не останавливаться перед лишением республики статуса национальной. Этот статус выгоден нашему субъекту. Он дает ряд политических и социально-экономических преимуществ. Поэтому радикалы-унификаторы типа воркутинского активиста Владимира Тищенко не должны действовать так, чтобы с водой выплеснуть и ребенка. Ожесточение в нынешнем раунде дискуссии об обязательном изучении коми-языка есть прямое следствие дискредитации и методов работы, и самого образа провластной партии, официально олицетворяющей коми-национальное движение во главе с Валерием Марковым. Портрету Маркова место в Госсовете, а всему остальному в музее. Я отношусь к числу тех, кто считает давно назревшим вопрос о смене руководства в республиканском коми-движении на молодых, энергичных людей с незашоренным взглядом на реальность и с творческим подходом к решению накопившихся проблем. И такие люди есть. Например, обаятельнейшая и чрезвычайно разумная Инесса Орел, которая вполне способна улучшить и форму, и содержание культурно-просветительской работы республиканского коми-национального движения. А упорным адептам обязательного и всеобщего изучения коми-языка надо бы лучше озаботиться не интригами против тех, кто осмеливается открыто высказывать свою точку зрения, а продумать стратегию популяризации коми-языка с тем, чтобы тема отмены его обязательного изучения не стала в Республике Коми всенародной.